Значок ГТО «Готов к труду и обороне» в 1930 году с гордостью носил почти каждый второй житель страны. Однако после распада СССР нормативы спортивных испытаний потеряли свою популярность. В последнее время этот знак отличия снова стал набирать популярность среди молодежи. Появилась и новая дисциплина – самозащита. Здесь и спорт, и самооборона. Самозащита состоит из 10 приемов, которые включают в себя защиту от бросков, ударов ногой и руками, также страховка при падении. Абитуриенты, имеющие золотой знак, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ, а студенты могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Во время сдачи норматива по самообороне за идеальное выполнение упражнения начисляются 3 очка, 2 при совершении одной ошибки и 1 очко за 2. Владимир Дашков входит в дружину службы студенческой безопасности. В фитнес-студии ГТО есть прекрасная возможность поддерживать физическую форму. Чтобы сдать на золото, я получил золото, надо набрать от 26 до 30 очков. Я набрал 28. Тяжелее всего, даже не знаю, так как я занимался единоборствами во время учебы в школе, и для меня это все было знакомо. Лев Пушкин пришел не за наградами, его больше интересует получение навыков и знаний. Я хожу на этот проект уже больше полугода. Это наполняет мой внутренний мир. Я становлюсь сильнее, чувствую себя намного лучше. Ведь спорт – это жизнь. В жизни бывают разные ситуации, и порой тебе придется защитить себя, потому что у тебя есть только ты, и ты сможешь себя в этот момент защитить. Возможно, тебе не смогут помочь прохожие. На реализацию проекта было выделено более 300 тысяч рублей. На эти средства подготовили помещение, закупили снаряжение, сшита специальная одежда. С момента начала проекта самообороне научились более 100 девушек и парней. Активисты не хотят на этом останавливаться. Мы этот проект планируем продолжать и дальше. Это только начало. В дальнейшем будем привлекать широкие слои населения для возможности подготовки и выполнения норматива самозащиты ГТО. Сюда могут прийти любые желающие, то есть подготовку мы ведем для всех. Те, кому от 18 до 30 лет, могут пройти мастер-класс 2 раза в неделю. Со следующего года не только студентов, но и школьников планируют научить защищаться без оружия. Екатерина Шеверова, Алина Сусметова, Сергей Емельянов, Бахтияр Велиев. Республика.